В эфире совместный проект «Радио Крым Реалии» и Первого канала Украинского радио. Слушайте ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ каждый будний день в 8:35 и в 13:10, а также на 105,9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать. Мы продолжаем эфир радио Крым Реалии. У микрофона с вами Александр Голубов. Напомню, слушать нас вы можете на средних волнах на частоте 549 кГц в 13:10 в Крыму, а на материковой части Украины в 12:10, а также на 105,9 FM круглосуточно. Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 810 06 926, повторюсь, 8 810 06 926, а номер телефона для жителей материковой Украины 044 490 31 18. Тема дня. В Симферополе не так давно провели Российский съезд мусульман Крыма. Фактически это альтернатива Курултаю крымско-татарского народа, который инициировал Меджлис с тех пор, как крымские татары вернулись на полуостров из мест депортации. После аннексии Крыма России деятельность Меджлиса в Крыму запретили и стали созывать свои съезды, однако уже без национальной принадлежности, акцентируя на религиозной принадлежности, а именно мусульман Крыма. 13 ноября в Симферополе на таком съезде избрали нового главу мусульман полуострова. Собственно, о том, как в аннексированном Крыму прошел съезд мусульман Крыма, кто принял участие в этом съезде и почему у Кремля не получается привлечь крымских татар на свою сторону, все это мы постараемся обсудить в ближайшие 25 минут. Крым в центре внимания. Итак, одна из важных тем прошедшего съезда были слова о том, что теперь местные власти хотят, так сказать, национализировать имущество Меджлиса. И вот, в частности, депутат Госдумы России от аннексированного Крыма Руслан Бальбек, который также присутствовал на съезде мусульман Крыма, считает, что имущество Меджлиса нужно национализировать в интересах российских властей. Послушаем его точку зрения. В крымско-татарской общине вот все 4 года обсуждается вопрос национализации данного имущества и передачи в Духовное управление мусульман Крыма, так как если это имущество народное, оно должно служить на пользу крымско-татарского народа, мусульман Крыма. О том, что власти Крыма намерены передать имущество Меджлиса крымско-татарского народа подконтрольному России Духовному управлению мусульман Крыма, в частности, говорил и глава российского правительства Крыма Сергей Аксенов. Накануне, вот просто процитирую, такая инициатива прозвучала на Курултае мусульман Крыма, созванном российским ДУМК в субботу 27 октября. Перечень объектов собственности Меджлиса крымско-татарского народа в Крыму, о котором идет речь, пока что не огласили. При этом Аксенов отметил, что национализация в Крыму в настоящее время не проводится, но в отношении собственности Меджлиса крымско-татарского народа соответствующие меры должны быть приняты. Деталей не знаю, по конкретным объектам не знаю, но до конца дня посмотрю и выработаю свою позицию, заявил Аксенов. Пока что мы так и не знаем, что происходит с этой позицией, однако на связи с нами сейчас Николай Полозов, российский адвокат. Николай, вот я хотел бы спросить у вас, а насколько в принципе российские законы позволяют с объединению мусульман Крыма, как бы мы к нему ни относились, принимать решения относительно национализации имущества Меджлиса? Нет, вообще национализация — это такое достаточно громкое слово. У имущества Меджлиса, которое осталось в оккупированном Крыму, безусловно, есть собственники. Да, это у любого имущества есть собственники. В данном случае частью имущества собственность была оформлена на фонд Крым. И, по большому счету, если говорить действительно то, что происходит сейчас в Крыму, это попытка рейдерского захвата со стороны подконтрольных российским властям муфтията, со стороны крымских властей, попытка рейдерского захвата того имущества недвижимого, которое осталось после того, как де-факто Россия запретила деятельность Меджлиса на территории оккупированного Крыма.
А вот могут российские власти Крыма попытаться найти какую-то юридическую зацепку? И вообще каким решением можно вот это провести? Что должно случиться, чтобы это имущество было отчуждено и передано вот мусульманам Крыма, назовем это так? Это все происходит в рамках принятия судебных решений. Вот, учитывая, что, в принципе, суды в Крыму абсолютно подконтрольны российским властям и выносят решения, руководствуясь в том числе угодами политических интересов. Вот, я здесь не вижу вообще никаких проблем, чтобы эти суды приняли решения, которые, фактически осуществили бы передачу этой собственности, незаконную передачу собственности в руки новых собственников. Вот, потому что на текущий момент там и здание Меджлиса, и ряд других объектов, они сейчас не используются, они закрыты. И, конечно, я так понимаю, что коллаборанты в Крыму, безусловно, хотят использовать это имущество, хотят получать дивиденды с его использования. Естественно, они будут привлекать для этого органы государственной власти и судебную систему. Николай, вот лидер крымско-татарского народа Мустафа Джемилев рассказывал о национализации имущества Меджлиса радио Крым Реалии, и вот как он оценивает этот процесс? Давайте послушаем. Ну, все, что это значительная часть недвижимости, она была приобретена на пожертвование наших соотечественников, преимущественно в Турции. Ну, также из Соединенных Штатов, из Румынии. То, что у нас там будут что-то отнимать, мы это воспринимаем спокойно, потому что после возвращения все будет восстановлено. Все это зарегистрировано на благотворительном фонде «Крым». Мустафы Джемиля там никакой собственности, связанной с Меджлисом, нет. Фонд «Крым» только занимался судебными тяжбами с Российской Федерацией. Сейчас процесс этот продолжается, он передан в Европейский суд по правам человека. Вот, Николай, по вашему мнению, есть у фонда Крым шансы отстоять свое имущество, в том числе в Европейском суде по правам человека? Какие вообще перспективы судебных разбирательств? Ну, что касается перспектив разбирательств в рамках юрисдикции российской, то, конечно, шансов немного, потому что мы прекрасно понимаем, какие судебные решения выносят и уже вынесли российские суды. То есть они, естественно, не в пользу фонда Крым, потому что понимают аффилированность фонда с Меджлисом крымско-татарского народа, то есть с запрещенной де-факто признанной экстремистской организацией. А что касается перспектив международных судов, ну, во-первых, это время. Во-вторых, Российская Федерация уже по ряду имущественных дел, принятых Европейским судом по правам человека, отказалась выполнять его решения, в частности, по делу ЮКОСа. И, в-третьих, в принципе, перспектива юрисдикции Европейского суда и его распространения на Российскую Федерацию в свете последних заявлений ряда российских политиков относительно выхода из Совета Европы достаточно призрачна. Поэтому я боюсь, что на текущий момент вряд ли существует ситуация, при которой вдруг в Крыму они опомнятся и перестанут совершать эти рейдерские захваты. А что будет дальше, ну посмотрим. Это уже больше политическая, нежели юридическая история. Что ж, Николай, благодарю вас за ваши комментарии. Напомню, с нами на связи был Николай Полозов, российский адвокат. Как я уже говорил, одной из важных тем, скажем так, российского съезда мусульман Крыма была именно национализация Меджлиса. Однако, само собой, этот вопрос намного более широкий. И вот с нами сейчас на связи член Меджлиса крымско-татарского народа и председатель комитета защиты прав крымско-татарского народа Эскендер Бариев. Эскендер, здравствуйте. Добрый день. Вот если абстрагироваться от вопроса так называемой национализации имущества Меджлиса, вот зачем российским властям Крыма проводить вот этот вот съезд? И почему он называется не съездом, не Курултаем крымско-татарского народа альтернативным, а Курултаем мусульман Крыма?
Я хотел бы все-таки, во-первых, я хочу вас поправить, не национализация Меджлиса, но национализация имущества Ну, Курултая и Меджлиса. простите. Но что касается, зачем нужно проводить, на самом деле, когда мы говорим о Курултае мусульман Крыма, это действительно один из институтов национальной самоорганизации крымских татар, но именно в плане мусульман. И этот институт, он не имеет прямого, вернее, это совершенно разные институты. И говорить о том, что специально проводить или нет, суть в том, что у нас все вопросы, связанные с крымско-татарским народом, решает исключительно Курултай крымско-татарского народа, который был созван в 1991 году, была создана вторая сессия Курултая. И, соответственно, на Курултае были приняты основополагающие документы, соответственно, гимн там и так далее. И решением Курултая крымско-татарского народа было принято создать Меджлис как исполнительно-представительный орган, ну и, соответственно, для обеспечения деятельности Меджлиса и содействия возвращения обустройства крымско-татарского народа была инициатива создать фонд Крым, благотворительную организацию. И все имущество или все, что приобретается, оно должно было его должны ставить на баланс фонда Крым. И вот с того времени постоянно и все вот то, что вот я слышал в вашем репортаже, Мустафа говорил, вся помощь, которая была со стороны диаспор, со стороны каких-либо там меценатов и так далее, все, соответственно, становилось на баланс фонда Крым. Теперь, опять же, возвращаясь к Курултаю. Курултай мусульман Крыма, он проходил независимо от Курултая крымско-татарского народа. То есть, само формирование было, это отдельный институт. Этот Курултай, он избирал муфтият. Соответственно, в том Курултае, в Курултае мусульман Крыма, принимали участие в соответствии с их регламентирующими документами, принимали участие имамы, мусульманские общины, которые зарегистрированы были на территории Автономной Республики Крым, и, соответственно, в том числе принимали участие представители местных меджлисов. Это вот по старому положению. К сожалению, получилось так, что после оккупации муфтият в лице муфтия и ряда его, скажем, ближайших соратников, они стали сотрудничать с оккупационной властью. И поэтому со своей стороны они как бы продолжают или пытаются продолжать проводить так называемый Курултай, хотя Курултай мусульман Крыма, хотя на самом деле они уже начали нарушать, тем самым созывая, они нарушили то положение, которое было до оккупации. Теперь, когда мы говорим об имуществе, вот как раз Курултай мусульман Крыма и муфтият никакого отношения к имуществу фонду Крым или к национальному имуществу крымских татар абсолютно не имеет. К этому имеет прямое отношение исключительно Курултай крымско-татарского народа и Меджлис крымско-татарского народа. А фонд Крым – это благотворительная организация, с помощью которой можно было бы в рамках законодательства Украины все это имущество легализовать, соответственно, брать на баланс, использовать и так далее. И как мы видим из новейшей истории уже после оккупации Крыма, то оккупанты в первую очередь пытались сорвать флаг создание фонда Крым, это то же самое здание Меджлиса крымско-татарского народа. Соответственно, когда они увидели, что Меджлис крымско-татарского народа все-таки занимает иную позицию, чем то, что хотели сами оккупанты. И поэтому для того, чтобы парализовать деятельность Меджлиса крымско-татарского народа, Курултая крымско-татарского народа, они провели обыск 16 сентября 2014 года и с 15 сентября наложили арест на основные все активы, закрыли счета фонда Крым и, соответственно, наложили арест на все основные здания
которые принадлежат фонду Крым, соответственно, Меджлису крымско-татарского народа. Поэтому, со своей стороны, фонд Крым действительно проводит судебные внутренние правовые исчерпания, потому что для того, чтобы выходить на международный уровень, нужно пройти внутренние исчерпания. Это требования и ЕСПЧ, и Комитета по защите прав ООНовского, Конвенционного комитета. Но, насколько я владею информацией, первая попытка по именно этим процессам, она прошла. И, соответственно, сейчас по самому общему имуществу уже мы совсем недавно направили жалобу непосредственно в комитет по защите прав человека, ООН, это конвенционный орган, и там как раз нужно, чтобы были все внутренние исчерпания, и мы теперь ожидаем ответ. Какая перспектива по ЕСПЧ? Остается только одна перспектива по зданию по улице Карла Маркса, потому что там внутренние исчерпания только вот совсем недавно получили отказ, и я думаю, что будем готовить заявление в Европейский суд по правам человека именно на то, что и посягает на имущество, что оккупационная власть арестовала имущество фонда Крым. Ну и следующий момент очень важный. Я думаю, что если сама тема ареста имущества крымско-татарского народа и попытка его забрать у представительных органов крымско-татарского народа, я думаю, вот как раз-таки этот сюжет, станет в том числе важной частью в суде, в Международном суде ООН Украина против Российской Федерации, где основными компонентами является дискриминация крымско-татарского народа и запрет его представительных органов. И я думаю, сейчас над этим тоже ведется работа для того, чтобы этот материал, он был одним из ключевых материалов в этом уголовном производстве в Международном суде ООН. Искандер, я прерву вас. Все-таки вопрос имущества и судебных разбирательств достаточно подробно разбирался неоднократно в наших эфирах. Я вот сейчас хочу повернуть нашу беседу немножко в другое русло, но перед этим мне говорят, что у нас есть слушатели. Я предлагаю выслушать его вопрос, и мы вернемся к разговору. Здравствуйте, вы в эфире. Представьтесь, пожалуйста. Добрый день, уважаемый Александр Голубев и уважаемые спикеры, все, кто слушает до 549 кГц Кремля. У меня вот такой вопрос к спикеру. Вот скажите, пожалуйста, насколько много перешло на оккупантов наших, и насколько осталось преданным истинному украинскому татарскому организации? Это первое. И второе. Не кажется ли вам, что Украина очень мало говорит и очень мало стала говорить вообще о Крыме? Смотрите, ведь Крым перешел на какой-то... Александр, я жутко извиняюсь, в эфире, к сожалению, очень плохо вас слышно. Я сейчас постараюсь сформулировать ваши вопросы, если я их правильно понял, надеюсь, нашему спикеру Искандеру Бариеву, члену Меджлиса крымско-татарского народа. Искандер, если я правильно услышал нашего слушателя, то его интересует, во-первых, какое количество крымских татар решило сотрудничать с российской властью Крыма, после аннексии. И вот я думаю, что в этом контексте интересно, сколько крымских татар приняло участие в съезде мусульман Крыма. И второе, вот это действительно, не кажется ли вам, что Украина мало говорит о Крыме в последнее время? Угу. Ну, что касается, сколько человек непосредственно сотрудничает, мы не можем сказать общие цифры, потому что мы не можем говорить в целом о всем народе, но однозначно вам скажу, что 90% крымско-татарского народа все-таки еще надеются и поддерживают Украину. А что касается именно представительных органов, социально активных людей и так далее, то мы из состава Меджлиса приостановили их членство в Меджлисе 6 человек, из 33, которые непосредственно начали сотрудничать с оккупационной властью. Ну и когда мы говорим уже о делегатах Курултая, совсем недавно на конференции Курултая крымско-татарского народа
мы рекомендовали и заявили, что 18 человек из 248 действительно нами зафиксированы, и мы порицаем их сотрудничество с оккупационной властью. Но и когда мы говорим уже о муфтияте, то здесь, конечно, муфтий Крыма, он же в том числе был членом Меджлиса, и его секретарь, он был заместителем председателя Меджлиса. Они как раз-таки попытались полностью увести. И сегодня, когда мы говорим о Курултае мусульман Крыма, то, по сути дела, это марионеточный Курултай, который был созван муфтием Крыма и его соратниками, плюс они, конечно, стали, мы просто знаем все эти процессы, когда они созывали этот Курултай, то первоначально начали делать различные зачистки в мечетях, и имамы, которые не согласны были с тем, что обязательно во время хутбы, то есть во время молитвы присутствуют ФСБшники, от них, конечно, начали избавляться. И, соответственно, были угрозы имамам мечетей в том, что если вы не будете сотрудничать с нами, то либо мы вас уволим, либо мы создадим вам серьезные проблемы. Поэтому некоторые имамы просто ушли, некоторые имамы заняли такую позицию, чтобы не сопротивляться, но в то же время, чтобы хотя бы продолжать и проводить молебны, молитвы в служение по пятницам. Поэтому здесь однозначно сказать, я в принципе даже уже в своем ответе назвал даже и ряд абсолютных цифр, на которые в принципе мы явно видим, что это ничтожные цифры по сравнению с тем, что все-таки происходит и как свою позицию проявляет крымско-татарский народ. Хорошим доказательством тому, что крымско-татарский народ не приемлет оккупационную власть и продолжает ненасильственное сопротивление. Это не участие в выборах президента Российской Федерации, это не участие в выборах в местные советы, так называемые, и в Государственную Думу Российской Федерации. И это в том числе не участие в не участие в референдуме еще в марте 2014 года. И поэтому это очень хороший показатель, чтобы говорить о том, что в целом какую позицию занимает крымско-татарский народ. И, опять же, возвращаясь к имуществу, почему, опять же, я в начале своего выступления сказал, что последнее административное здание, над которым развивался украинский флаг, это было здание Меджлиса крымско-татарского народа. Оно же стоит на балансе фонда Крым и арестовано с 15 сентября 2014 года. Эскендер, вы говорите о том, что это марионеточный Курултай. Вот действительно на этом мероприятии присутствовали представители российской власти Крыма, не только Аксенов, в частности, заместитель председателя подконтрольного Кремлю Госсовета Крыма Ефим Фикс также прокомментировал съезд мусульман Крыма. Давайте послушаем, что он сказал. По всей линии съезда прозвучала мысль толерантность, мысль, что мы единый народ здесь, в Крыму, мы вместе. Это уже очень важная составляющая, что духовный лидер крымско-татарского народа, человек, который очень много внес позитивного с тем, чтобы был мир, чтобы была толерантность, чтобы вместе жили. Я думаю, что это большое событие в жизни Крыма. Эскендер, смотрите, вроде бы съезд мусульман Крыма, но даже господин Фикс, не знаю, оговаривается или специально, или просто не понимает, что он говорит. Он говорит о муфтии Мирали Аблаеве, прежде всего, как о духовном лидере крымско-татарского народа. То есть я правильно понимаю, что, в принципе, несмотря на то, что называется съезд мусульман Крыма, да, все-таки речь идет прежде всего о привлечении на свою сторону не тех, кто исповедует ислам, а именно крымских татар?
однозначно. Но Фикса мы же, в принципе, давно знаем. И как он был депутатом Верховной Рады Украины от различных политических партий и, соответственно, представлял то партию регионов, то социал-демократическую партию объединенную и так далее, и тому подобное. И понятно, что остается Фиксу, когда у него стоит задача максимально позиционировать не только крымскому обществу, но и за пределы Крыма то, что крымские татары полностью сотрудничают с оккупационной властью. И в данный момент наиболее удобный инструмент или удобная форма – это представить Курултай мусульман Крыма как представительный орган крымских татар, и муфтия его духовным лидером. Это делается не просто так, это делается еще и в преддверии, опять же, очередного заседания Международного суда ООН. Ведь мы знаем, что 12 июня Украина подала меморандум, соответственно, Эскендер, я жутко извиняюсь, мы просто вынуждены прервать вас, время эфира очень стремительно идет к концу, а нам еще нужно поговорить с нашим следующим спикером, представителем Духовного управления мусульман Украины и заместителем муфти Украины шейхом Рустамом Гафури. Шейх Рустам, здравствуйте. Здравствуйте. Благодарю, что связались с нами. И вот только что господин Бариев вот подтвердил мое предположение, что, в принципе, во-первых, все же то, что происходит в Крыму и съезд мусульман Крыма, это вещь достаточно марионеточная по своей сути, и в том числе она направлена не только на, скажем так, объединение мусульман полуострова, но в том числе и на работу по так сказать, крымско-татарскому вопросу, на попытка создать некий альтернативный орган Курултаю крымско-татарского народа. А вот как мусульмане Украины оценивают то, что происходит сейчас на аннексированном полуострове? В первую очередь хочется обратить внимание на личность самого Аблаева, да, то есть он никогда не шел на добрые отношения с самого начала, и когда предупреждали об экстремизме, что не отождествляли вопрос экстремизма с мусульманами, чтобы не называли их террористами, нужно сразу понимать эти идеологии и предупреждать о них, то как раз мы встретили очень большое непонимание. И другой момент очень важный, вот эта двуликость такая специфическая, что с одной стороны, значит, он хочет представлять и народ, и хочет представлять как духовенство и так далее. С другой стороны, он направлял еще в те времена, как раз после определенных событий, да, скажем, он направлял письма, хотел сделать представителем на российском бланке с печатью украинской организации, пытался отправить своего представителя в Всеукраинский совет церквей религиозных организаций. Вот как раз это и дает представление об этом человеке и вообще об этом, то, что происходит сейчас на полуострове. Ну вот сам подконтрольный России муфти мусульман Крыма Эмирали Аблаев рассказывает о направленности работы Духовного центра мусульман полуострова. Давайте послушаем его и прокомментируем после его слова. Самым большой нашей целью работы всего Духовного управления и нас лично является соблюдение и сохранение мира межнационального, межконфессионального на нашей родине Крыма. Это самое большое благо для нас, и первой нашей задачей является именно работа на сохранение этого мира. Шейх Рустам, скажите, вот может ли такие действия Эмирали Аблаева помочь сохранению мира? То есть, может быть, ради сохранения мира действительно стоит сотрудничать с теми, кто аннексировал полуостров? Во-первых, скажу, что я работал с Духовным управлением мусульман Крыма в 2000-х годах, и могу уверенно сказать, что вот такие методы, которые есть у него и у его близкие команды, ни в коем случае не будет ни сохранения мира, ни сохранения стабильности, ни предотвращения терроризма на полуострове. Об этом речи не может быть. То есть это вот как раз-таки та марионетка, о которой мы и говорим. То есть фактически то, что говорит Эмирали Аблаев, мягко говоря, не соответствует истине. Конечно, да.
Что ж, шейх Рустам, благодарю вас за ваши ответы. Напомню, мы беседовали с шейхом Рустамом Гафури, представителем Духовного управления мусульман Украины и заместителем муфтия Украины. Темой нашего эфира был Российский съезд мусульман Крыма, который провели в Симферополе в конце октября. Напомню, что это фактически является альтернативой Курултаю крымско-татарского народа. И вот после аннексии Крыма России деятельность Меджлиса и Курултая запретили и стали созывать свои съезды, однако уже без национальной принадлежности, поэтому речь идет не о крымских татарах, а о съезде мусульман Крыма. Вот, собственно, 13 ноября в Симферополе на таком съезде избрали нового главу мусульман полуострова. О том, как это все происходило, к чему это привело, мы и говорили в сегодняшнем нашем эфире. В студии с вами был Александр Голубов, это было радио Крым Реалии. Услышимся.